Друзья, у нас отличная новость от дилерского центра Колми. По дилерскому договору Колми стали завозить вот такие вот автомобили. Это известный такой китайский УАЗик БАВ-212, гражданская платформа Т-01. И, соответственно, мы воспользовались моментом и взяли один из автомобилей. Это тестовый автомобиль для, соответственно, тест-драйва. Ну, я думаю, что выпуск будет очень интересный. Мы не только познакомимся с машиной, с техническими характеристиками, но и постараемся его протестировать в условиях наших якутских дорог. Ну, на улице сегодня немножко прохладно, зима еще не отпускает, поэтому давайте перейдем на подъемник, загоним этот автомобиль и начнем именно наш тест со знакомства, что же внизу у этого китайского внедорожника. Мы начнем наш осмотр уже на подъемнике. Давайте начнем прямо с задней части, так как это джип, соответственно, утилитарный автомобиль. Здесь уже с завода установлено крепление для фаркопа. То есть все, что вам нужно, это докупить квадрат и, соответственно, цеплять прицепы и так далее. Здесь выведена розетка, то есть вам не нужно, соответственно, ничего выводить самостоятельно, все уже продумано. Так, ну, далее заходим внутрь, под низ. В целом можно посмотреть на эту подвеску. Здесь пружины, 4 рычага. И обратите внимание, кардан у нас без крестовин, он на шрусах. То есть как здесь, так и в передней части заднего кардана. Так, бензобак, он сам пластиковый, но здесь, видите, металлическая защита, соответственно, бензобака. Объем бака 80 литров. Рама, обратите внимание, достаточно серьезной толщины. Передний кардан здесь в передний мост заходит все-таки крестовина. В задней части переднего кардана у нас также шрус. Впереди у нас неразрезной мост, серьезные рычаги мы видим здесь для рулевого управления. Также обратите внимание, что отрадно сразу с завода стоит рулевой демпфер, что, так как это мостовая машина, должно помогать в рулежке. Дорожный просвет у этой машины 235 миллиметров, что также радует, это очень хороший показатель. Бампер у нас тут серьезный, причем здесь внутри сразу ниша, чтобы можно было установить лебедку. Причем есть некоторые модификации, где лебедку также устанавливается с завода. Но все это теория, все это мы так сейчас посмотрели. Самое интересное, это, конечно, как машина ведет себя в реальных условиях, на трассе, по снегу, по гравийке, по проселочной дороге, ну и в том числе по зимнику. Сегодня мы все это постараемся испытать и, соответственно, выезжаем за город. Мы познакомились с автомобилем, с его, так сказать, подвеской, нижняя часть, все достаточно, как вы видели, кондово, утилитарно, ну, не мудрено, это же просто, можно сказать, на базе армейского автомобиля сделан гражданский внедорожник. Вот, но так как у нас сегодня, мы не знаем, что нас ожидает, поэтому, так, в машине ничего нет, поэтому я взял, не смотрите на этот бардак. Немного такелажа возьмем, на всякий случай. Здесь у нас 30-метровый трос, динамическая стропа на 15 тонн и, соответственно, буксировочный. Так. Особо распутывать не будем. Я надеюсь, что они нам не пригодятся. Но, тем не менее, гораздо спокойнее будет ехать в поездку с ними. И еще мы заедем в одно место, там заберем лопату для снега, то есть мало ли что. Вот, как видите, багажник достаточно такой для этого объема автомобиля, я думаю, неплохой. То есть в целом можно здесь много чего положить. Тут также, обратите внимание, есть петли, грузовые петли для сетки, для того, чтобы ваши вещи не летали по салону.
Что тут еще? Тут что-то есть, какие-то штуки для радиостанций. Прикуриватель на 12 вольт. О, смотрите-ка, вот даже здесь есть петля. Ну и, допустим, сиденья задних пассажиров, они вот так вот регулируются вплоть до вот такого положения. То есть, ну, это достаточно тоже хороший плюс, я считаю, для такого внедорожника. Так, ну и сейчас мы положим все наши остальные вещи и двинемся в путь. Любая поездка начинается, конечно, с заправки топливом. Сейчас мы хотим заправить полный бак и, соответственно, через 100 километров примерно еще раз заправить полный бак и посмотреть, какой реальный расход на трассе у этого автомобиля. Так, заправляется автомобиль 92-м бензином. Сколько там литров сейчас уже? Оп, так. Так, зашло у нас 65 литров. Так, ну мы не знаем, какой у нас будет маршрут, что нам предстоит сегодня испытать, какие дорожные условия и так далее. Но, тем не менее, лопата, думаю, нам не пригодится, но, тем не менее, пусть будет лучше вместе с нами. Да, сейчас будем разворачиваться, давайте посмотрим, как работают камеры. 160. Обратите внимание, показывает даже под машиной, что у вас под автомобилем. И вперед. Такое ощущение, что в принципе круг разворота не такой уж и большой в целом. Вроде как на легковом автомобиле я точно так же здесь разворачиваюсь за столько же заходов. Так, ну мы проехали практически 100 километров по трассе. В целом шли в стандартном режиме. Здесь еще есть режим эко, есть режим спорт. Соответственно, шли в таком среднем режиме, в стандартном. Там были у нас и грузовики, которые нас немного тормозили. То есть в среднем, в целом, мы шли как, в принципе, по средней загруженной трассе, да, двигается автомобиль. То есть, что заметил я? То, что здесь, скорее всего, из-за, может быть, другой диаметр колес, чуть-чуть разнится скорость на спидометре и на GPS-навигаторе. Действительно, как оказалось, заводской размер колес у этого внедорожника 265 на 70 R17. Если говорить по-джиперски, то колеса 31,5 дюйма. На тестовом автомобиле установлена зимняя резина размером 30,5 дюймов или 265 на 65 R17. Соответственно, сейчас по одометру мы его обнуляли на заправке. В городе Якутске 96,7 километров мы по одометру прошли, а по счетчику, по GPS 91,39. Но мы будем опираться на эти данные. Сейчас зальем снова до полного бака, сколько литров войдет, и исходя из этого, посчитаем его расход на 100 километров. 14,6 литров расход по встроенному расходомеру. Кстати, что еще, ну не знаю, для меня как водителя, владельца двух автомобилей, у которых лючок бензобака стоит с левой стороны, и, по крайней мере, в Якутске всегда, ну, как бы, очереди стоят именно с таким же расположением бака, то здесь такой достаточно, я думаю, плюс, то, что бак находится с правой стороны. То есть таких машин в Якутске, по крайней мере, меньше. Так, ну что, пошли. Все.
Заправили мы 12,6 литра и, соответственно, несложными расчетами за 91 километр 400 метров мы проехали. Расход у нас получился 13,8 литра на 100 километров. Встроенный 14,6 показывает расходомер. То есть чуть-чуть, на литр больше показывает встроенный расходомер топлива. Не знаю, для чего эта информация. В среднем получается по трассе мы тратим где-то 14, грубо говоря, 14 литров топлива на сотку. Но мы двигаемся дальше. Впереди у нас еще сейчас поменяется скоро чуть-чуть сама дорога. Выйдем на Зимник и дойдем до Еланских скал. Там уже начнем наши тесты. Так, за рулем этого автомобиля уже где-то мы едем около, наверное, третий час. В целом можно уже немножко такое ощущение внутри салона, да, рассказать. Во-первых, начнем, наверное, с сидений. Регулировка здесь все электрическая полностью. Вот. Сейчас уже на третий час я начал регулировать подпор спины. Он здесь есть. Спину подпирает, но еще один хороший бонус, есть массаж, да, я вот сейчас его включил, поэтому решил рассказать вам об этом, поделиться. Вот. Мы едем с Петром, у пассажира, к сожалению, есть только подогрев сидений, немного расстроился. Климат-контроль раздельный, то есть на пассажира, на водителя, это в целом уже никого не удивишь. Здесь у нас также часть регулировок выведена полностью, можно, в принципе, управлять такими механическими элементами, механическими кнопками, без надобности вам использовать большой, достаточно такой экран, который находится в автомобиле. Так, что еще можно? Зарядка, как видите, у нас тут есть и беспроводная зарядка, есть, соответственно, USB, 2 USB, и еще прикуриватель мы не задействовали, хотя вот он у меня есть с собой. Как-то так. Термос. Очень удобно, открывается вот эта крышечка, и здесь можно разместить бутылки, да, то есть, в нашем случае это термос, потому что на улице не май месяц, холодно, и можно так попивать теплый чай. Пока так, такие вот ощущения. Сейчас мы будем выезжать на реку. Небольшой эксперимент, значит, у нас режим снежный и задний привод только работает. Сейчас попробуем очень резко стартануть по льду. В снежном режиме автомобиль трогается со второй скорости. Это дает плавность хода даже на заднем приводе. Давайте посмотрим, как поведет себя машина в этом режиме при полном нажатии на педаль газа. Что надо сказать, то есть если бы на обычном автомобиле, на заднем приводе, если бы я нажал газ в пол, то, конечно, был бы неизбежен был бы занос. Машина пошла юзом. Здесь это все как-то не доходит до этого, и то есть система срабатывает и не дает автомобилю поехать боком. Следующий вариант — это также на режиме снежный. Попробую разогнаться и со скорости 60 км в час постараюсь проверить систему АБС. То есть система АБС должна срабатывать как при торможении. Ваши колеса уходят, блокируются. И если нет системы АБС, то ваша машина просто едет прямо
куда бы вы ни поворачивали там рулем вправо-влево, вам это не поможет. Я смотрю на наш GPS: 42 км в час, 46, 50. И я попробую на автомобиле уйти вправо. Вот у нас сработка АБС. Я провел несколько заездов с резким торможением на льду со скорости 60 км в час. Честно говоря, вначале было страшновато, но на удивление машина вела себя предсказуемо. Даже на голом льду сохранялась возможность маневрирования и колеса не уходили в юз. Вообще и вправо, и влево, то есть, ну, все, автомобиль управляется. Я представляю, что было бы, если бы так сделать на автомобиле без АБС, то есть у вас машина просто идет вперед и все. Не было характерных ударов АБС по педали тормоза. Создавалось впечатление, что машина просто останавливается на сухом асфальте. И не только останавливается, но и имеет возможность маневрировать. Надо отметить, что как только система стабилизации начинает работать, то в салоне раздается характерный сигнал и включается аварийка. То есть автомобиль сигнализирует водителю и всем участникам движения, что происходит нештатная ситуация и надо быть осторожным. Что нам дал этот тест? Система АБС позволяет не только максимально эффективно остановиться на скользкой дороге, но также дает возможность маневрировать в процессе торможения. Так, мы выехали на испытания на внедорожнике, а еще 4 ВД даже ни разу практически не включали. Вот, сейчас есть такой небольшой участок, где можно испробовать уже и полный привод. Здесь, скорее всего, прошелся погрузчик, расчищал параллельно дорогу. Вот, и она уходит на Иланку. Сейчас мы уперлись в такое место, где такой старый утрамбованный снег. Так, сейчас я включу полный привод. Попробуем пока на 4 ВД. Так, и поехали. Блокировки никакие включать не буду. Посмотрим, как проедет машина на полном приводе. Обычный полный привод. Так. Прям даже не знаю, как машина заедет на малом ходу. Ага, включился какой-то... О! Так, наконец-то мы застряли. Так. Так, машина в этом режиме сама включила камеру. Соответственно, мы можем даже сделать... Так, сделать вот так. Так. Так, я думаю, надо уже переключиться на понижайку. Так. Система стабилизации кузова отключена. Так, включаем D и едем на... Давайте-ка заднюю блокировку включим. Так, включилась задняя блокировка. Поехали. Так. Застрял. Так, надо все наши... Включаем переднюю блокировку. Так, стоп. Включаем задний ход. Если бы я знал, что ты мне хочешь сказать. Ух ты, хорошо сели. Так, задний ход. Скачку.
Так, надо нам выскочить. Раз, два, три. Мощно. Так, ну, главное не бояться. Мне кажется, мы сейчас будем лопатингом заниматься. Все, как вы просили. Лопату доставай. Что говоришь? Говори. А? Максим здесь. Хорошо, трасса рядом. Мы, как джиперы со стажем, знаем, где можно найти приключения. Друзья, я совсем забыл. Я же не пристегнул ремень. А в таких машинах, пока ты не пристегнешь ремень, тебе не дает отключить ручник. Ну, в общем, думаю, можно сделать это скидку на неопытность в таких ситуациях в плане манипуляции с ручником. В общем, выехал на ручнике. Так, ну, чем показателен этот пример? Конечно, не бывает чудес. То есть автомобиль, когда вешается на раму, зависает в колее в глубокой, ну, или в нашем случае это был утрамбованный снег, вот, упирается мостами, колеса в подвешенном состоянии, и тем более там песок или снег вылетает, сама себя начинает подкапывать, и здесь, конечно, без лопаты не обойтись. Хорошо, что мы взяли с собой лопату, вот, ну и в целом еще повезло, что это буквально вот около выезда. Далее мы решили подняться на берег в поселок Еланка. Если летом Еланка — это очень привлекательное место для туристов, которые отдыхают и на берегу, и в домиках, то зимой тут практически никто не живет. Если честно, то по этому подъему с реки в поселок я никогда не поднимался и не спускался, а со стороны подъем выглядел достаточно крутым. Посмотрим, как с этой задачей справится BAF 212. Так, ну если честно, вот этот подъем, вообще те, кто были в Еланке, знают, ну, летом такой достаточно своеобразный. То есть, например, какую-нибудь погоду в плане дождливую заехать сложновато. Ну и в целом, вообще что-то, короче, страха глаза велики, но я поэтому, кстати, к подъему никогда не спускался. В основном пользовался другим. Интересно было бы узнать, какой здесь уклон. Это легко, вообще без всяких проблем. Машина заехала в Еланку. Да, ну, короче, это можно сделать в зимнее время. Так, ну и мы поедем, скорее всего, уже не по реке, а по суше. Как это делают летом, поедем уже обратно в город Якутск и
продолжим наше тестирование уже немножко в других условиях. Но не все так просто. Уже на выезде с Еланки я заметил снежную полянку. И так как нам не хватило теста именно по снегу, то я решил свернуть с дороги и посмотреть, что получится. Так, давайте просто 4 ВД без блокировки заднего моста. Ага, интересно. Задний ход. Возможно, нужно будет включить. Потому что со второй скорости пытается заехать. Нет, машина глушится, машина тухнет. Тогда выбираем режим грязь. Так, сейчас видим. Странно, он берет и машина только начинает ехать, он ее выключает, глушит ее. Надо отметить, что только на следующий день я выбрал подходящий автоматический режим для передвижения по снегу. Как ни странно, для этого подходит режим песочный. В чем заключается его фишка, смотрите далее. Я понял, что такое песочный режим. Друзья, я держу сейчас педаль газа в одном положении. Машина все делает сама. И она двигается. То есть сейчас я даже могу спокойно разговаривать, потому что машина сейчас у нас действует таким образом, так же, как и водитель. Позволяет нам на больших оборотах выйти из песка, например. Но когда нужно сцепление, она обороты скидывает. И все это делает автоматически. Вот я даже в горку сейчас потихоньку поднимаюсь. Все, я, можно сказать, на себе испытал работу этого режима. Сейчас попробуем даже вверх заехать. Блокировка только задняя работает. Все, выехал. Сейчас попробую проехать на ручном управлении, то есть пониженная и вторая скорость. Попробуем поуправлять, уже поиграть ногой. Так. Значит, моих познаний не хватает для выхода. Включил режим песочный, все на автомате. Да, порой можно довериться автоматике, не выдумывать ничего. Ну а теперь вернемся на один день назад, когда я еще не подозревал, что автоматика могла меня уберечь от использования лопаты.
есть тут у нас в поле? Ага. Так, неплохо проехала машина. Сейчас включаем пониженную 4L. Пробуем. Так, очень бодро на понижайке. Как бы нам сейчас не хотелось бы лезть за лопатой. Включим передняя блокировка. Как вы уже поняли, с помощью передней блокировки я просто проехал еще дальше к центру поляны, еще глубже закопался в снег. И вновь на помощь пришла лопата. Ну как до сюда доехал? Ну, переметы, кстати, где-то глубже, где-то... Другое место переставим. Надо бы. Так, не делаем предыдущих ошибок. Застегиваемся. Задний ход, понижайка. Ручник сам еще снял. Переднюю блокировку и назад. О, едет же. Ну. Развернуться. Мы обычно смотрим инструкцию, когда у нас что-то не получается. Так и здесь каждый из 8 режимов передвижения этого внедорожника имеет свои особенности. Я же в этот раз выбрал альтернативный и достаточно простой способ. Переключил коробку в режим механики. Первая пониженная. Во. Так, ну что, сейчас была испробована система полного привода в разных вариациях, но мне понравилось больше как бы управляемости на понижайке и на ручной первой скорости. Вот она как-то, чтобы не зарываться в снег, более подходящая для этого. Ну, за трактором мы не бегали, заехали, выехали, покружились, развернулись. Вот, и в целом, думаю, результат неплохой. То есть снега на самом деле, ну, тут нормально, то есть по колено. И машина, соответственно, начинает грести его бампером. Вот. Ну, против физики не попрешь, машина легкая, то есть она у нас ни вещей, ничего. То есть, и, соответственно, показала себя, в принципе, достойно. То есть своим ходом, главное, выехала с этой поляны. Ну, сейчас у нас впереди еще тоже достаточно много километров. Мы возвращаемся другим путем, то есть мы приехали по реке, поедем по трассе. Вообще в этой машине полный привод выполнен в формате part-time. Вы конкретно тут в этом случае с кнопки, получается руками, подключаете передний привод, когда вам он нужен.
За счет этого здесь я не наблюдаю межосевого дифференциала, да, блокировки. Скорее всего, ну, он уже заблокированный. То есть, по факту, если мы имеем блокировку заднего моста, блокировку переднего моста, то межосевой дифференциал, скорее всего, тут уже заблокирован. Чукотка, это что за... Это кто? Это что? Экспедиция? Что за... 32-й регион. Может, с ними? Это заряженный. А куда они, интересно, едут? На Ленские столбы, наверное. Друзья, ну, сейчас тут по трассе есть достаточно такой, ну, крутой спуск. И хотелось бы, чтобы не использовать педаль тормоза, перейти в ручной режим. Вот сейчас это делается таким образом. Рычаг переведен в левую часть, и вот вторая скорость. Уклон сильный. Я сейчас даже не давлю на тормоз. Машина тормозит у нас двигателем. Ну, как это делается на механике. Скорость 26 километров в час. Где-то около 20. Вторая скорость, обороты под 2000. Могу снизить скорость. Торопиться нам некуда. Вообще, то есть, в целом, неплохо. То есть, кто любит контроль, ну, особенно в таких местах, где нужно быть предельно осторожным, внимательным, то ручной вариант прямо как на механической коробке, только не надо сцепление выжимать. Ну, а сейчас у нас пример движения автомобиля по такой проселочной, гравийной дороге, да, то есть летом это, понятно, все более пожестче, пока не проедет грейдер, а зимой она немножко такая сглажена снегом, льдом. Есть места, где есть гребенка, ну, чувствуется, что если мне кажется, что если база была бы еще короче, чуть короче, там сейчас у нее длина этого автомобиля 4 метра 70 сантиметров, то, возможно, было бы какое-то такое козление по трассе. Но вот сейчас на скорости под 80-90, в принципе, чувствуются такие моменты, но как бы они такие единичные, то есть машина дальше не уводит. Ну и вот еще раз, режим снежный не позволяет на такой дороге, да, все-таки она немного местами скользкая, не дает дать полный такой газ, да, с пробуксовкой. То есть, на мой взгляд, вот, допустим, я сейчас сижу, и у меня такое ощущение, что педаль такая тугая и не дает на колеса передать сильный крутящий момент. Но если разгоняет, то разгоняет постепенно. Так, мы сейчас хотим проверить дальний свет. Так, что вроде? Так? А вот как далеко. А регулировка где, интересно? Пошел. О! Ой, это далеко. Так. Вот так, да? Классно, слушайте. Смотрите, вот убираю ближний свет вниз. Самое нижнее положение, очень близко к ручке. И так потихоньку поднимаю. Это максимальное. То есть, если бы, например, у нас зад был загружен, то надо было бы перевести вот чуть. Вот так нормально, да? И дальний вот такой чук. А дальний, наверное, не регулируется. Это что за кнопка? Катапульта написано. Не нажимай. Так, сейчас обратите внимание, мы подъехали на парковку попить чай, и при поворотах на маленькой скорости, допустим, вот налево повернул, загорелась подсветка, выключилась. Направо поворачиваю, направо мне подсвечивает. Интересно, да? Технологии.
Конечно, одного дня не хватает, чтобы полностью познакомиться с этим китайским УАЗиком. Поэтому на второй день мы поехали на внедорожный полигон Федерации автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Республики Саха-Якутия. Именно там проводятся внедорожные соревнования, эндуро-гонки и гонки без правил. В общем, на полигоне можно найти и горки, и уклоны, и различные препятствия, которые позволят нам раскрыть внедорожную составляющую BAF-212. На всякий случай для подстраховки мы с собой позвали УАЗ Патриот. Он тоже на автомате, но с объемом двигателя 2,7 литра. Сравнительные тесты. Задняя блокировка. Далее мне пригодилась лопата, но лишь в демонстрационных целях. Хочу наглядно показать, как работают блокировки, а для этого нужно расчистить снег. Для того, чтобы посмотреть на работу блокировок, нужно сделать простую вещь. Нужно вывесить внедорожник по диагонали. Как мы видим, без блокировок при вывешивании крутится одно переднее и одно заднее колесо. При включении задней блокировки машина сразу идет вперед. Причем на машине отдельно включить переднюю блокировку нельзя, она работает только вместе с задней. Также передняя блокировка на этом автомобиле автоматически отключается после того, как машина набирает скорость. То есть по факту это бережет трансмиссию и восстанавливает управляемость автомобиля. Ну а где же красивые кадры, как машина валит боком по снегу, спросите вы? Но согласитесь, в повседневной жизни это самая бесполезная функция. Но для наших зрителей нам ничего не жалко. Ну что, друзья, как видите, завершили мы наши испытания. Тест автомобиля BAF-212 на гражданской платформе Т-01. В течение 2 дней, как говорится, мы испытали его и на трассе, соответственно, и сегодня здесь на полигоне.
Ну, я думаю, что если у вас есть еще вопросы по данному автомобилю, если вам понравилась эта модель, и вы уже хотите собственноручно посмотреть, посидеть в ее салоне, посмотреть, как она рулится, то добро пожаловать в дилерский центр Колми, где на вот таком же, на этом тестовом автомобиле вы можете проверить абсолютно все, от эргономики до проходимости.